Так, ну что, лодка у нас уже почти загружена. На прицеп закинули. Осталось совсем немного закрепить. Сейчас немножко картонных ящиков подложим, чтобы меньше обтиралось. И все. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь было. Не знаю, попадем, не попадем мы сегодня на производство. Но давайте глянем, что еще есть у нас. Это готово к продажу, да, получается? Все выплачено. Все санки по индивидуальному размеру. Какие размеры нужны, такие, получается, это, да, делаете? Вот я вот такую, скорее всего, тоже буду заказывать. Мне можно сделать, чтобы полностью вот с таким кожухом были, с пластиковым. Я, наверное, буду такой сделать, чтобы можно было проще снять, поставить. Вот такие санки для меня как бы то же самое то. В скором будущем, наверное, тоже буду заказывать себе такие санки. Нравится мне вот это крепление, конечно, здесь. Вот лодочка тоже с пластика. Под Неман сделана. Красота. Ну а здесь уже идут вездеходы. На любой цвет и вкус. Тоже с лифановскими двигателями. Вот лодочка тоже неплохая, маленькая, для озер. Вот красоточка. Вот такая вот весельная лодочка. Небольшая, как раз вот для озера. Ну что, пойдем укреплять нашу лодку, готовить к поездке. Ну, если повезет, мы попадем на производство, то обязательно вам покажем, что и как. Погнали. Так, немножко у нас планы меняются. На производство мы не едем, потому что срочно надо уезжать в город Ухта, поменять автомобиль. В общем, давайте мы просто зайдем хотя бы в магазин, посмотрим, что здесь есть, на месте какие товары, и потом уже выезжаем в Ухту. Так. Что у нас тут интересно? Сани рыбацкие. Пластик, ценник. 3000 рублей. Вот такие вот саночки. Рыболовные с отсеками. 2000 рублей. Отсек для рыбы. Рыболовный ящик на ремнях. Так, это у нас что, сиденье ПВХ с сумкой для лодок. Это что такое? Это на банке ставится, и потом можно отстегивать и отдельно как сумку носить ее. Ага. Так, это у нас корыто для буксировщиков. 18 тысяч. 1,95 м. Мотобур. Поблагодарил, как смог. Это тоже продается мальца или так чисто интерьер? Ну понятно. А и где-то это в фильме, да, где-то делают? Вижу. Мы ничего не делаем. Фильмы же не коми. А это что? А? А что это по-твоему? Фильмы нет. Они себя коми не считали. Они себя коми Да? не считали. Ничего себе. Они же новгородские. Мы не коми, мы стилем. Да, Мне да, даже да. другим не дается. У них язык другой немножко, в отличие от нашего. Не помню, мы стилем. Стилема. Двигатель Лифан. Они там же все 35 500. Все там вербованные сын. Это вот коренной коми. Электростанции. Ну, красную книгу занесет. Как вымирающий, да? Да, нация. Я тоже Ну что, в общем. Нормально звуки вымирает. Вроде не вымирает. Судя по нему, да? Вкладыши. А есть усиленные вкладыши? Ты сейчас с кем? Или разницы нет? Там какие-то усиленные. Система у нас вот
малые Да? шары. Но это все получается для снегоходов, да, запчасти? Для мотобуксировщиков. Для буксов. А там у вас В общем- что, мачете, да? Да. Из запчастей можно собрать новый буксировщик, как получается. Ну ладно, спасибо За что? вам за изготовленную лодку. Смотрите Ле- Приезжайте к нам еще, мы вам Летом, что-нибудь еще не про- что мы не прощаемся, это точно. Я не последний раз в планах у меня, потому что покупка еще корыта по-любому, вот это саней, то есть не корыта, саней. Вот. И вот такие вот корыта тоже мне, конечно, понравились, но пока. А, это не корыто, это короб. Это да, это короб, я говорю, 50% скидки. пластиковый. Вот такая вот красота. Все делается с пластика. Тут рюкзак. Можно пластик к коробу брать и будет как рюкзачок. Так что интересного много. Глаза разбегаются. Жалко, конечно, что не смогли попасть на производство. Там интересного было бы, наверное, еще по-любому больше. Ну все, готово, давай. Поехали. Так, ну что, до свидания, вездеход 11. Надолго не прощаемся. Сюда я еще приеду. Сюда мы еще приедем как минимум за санями и, возможно, еще за коробом. И еще, возможно, за маленькой лодкой. Вот эти три вещи я уже присмотрел как бы для себя. Так что в скором времени мы еще сюда приедем. А пока нас ожидает впереди вот такая вот грязная, грязнющая дорога. На улице потеплело, плюсовая температура. Ну, в общем, вы сами все видите, что творится у нас на улицах города. Доброго пути, Сергей Николаевич. И вам не хворать. А, у нас пополнение еще вон. Санек. Нашли Санька. Потерялся. Прикинь, поехал на рыбалку, очутился в Сыктывкаре. Все, не будем отвлекаться. Здесь когда-то в том доме тетя Люба у нас жила. Матери тетушка. Там башка Ленина была, смотрю, убрали ее. На торце дома прямо. Вместе с Антоном были на прощание. Очень уважал. Очень. Совсем Вот такую вот машину, Серега, надо покупать. Так дал бы еще 2 спасибо миллиона. за теплые слова, которые Ну подожди, я еще не волшебник, я только учусь. Коллекторы выжмут там. Вот и наша знаменитая вонючка. Сыктывкарский ЛПК. Или Монди, как сейчас, да? Монди бизнес PayPal. Монди. Вонючка редкостная. Запах просто обалденный. Хорошо, что у нас ветер не в ту сторону, не на нас. И то, наверное, хапнем немного, да? А то бы, наверное, и через камеру бы почувствовали. Не говори. А рядом, в 100 метрах, течет река. Слышала? Вычек, да? Вычек, да? Вычек, по-моему. Я представляю, каково здесь рыбе. Там очистные у них. Много они очистят, блин. Такая вот байда. Стелется дым, дым, дым. Куда ж теперь денешься? Река Вычек, да и жвою. Вот тут интересные истории рассказываем друг другу. Речка подошла. Мост хоть достроили, нет? А вроде да, все. Вот двойной мостик. А рядом идет железная дорога. Здесь снимали фильм. Как же? По прозвищу Зверь? Нет. Не по прозвищу Зверь, по-моему. Прыгали когда с моста-то. А, наверное, в этом фильме, да, они, наверное, сбежали. Ну, я бы с такого моста не спрыгнул. Они на поезде ехали и просчитали и прыгнули. Один-то прыгнул на мель, упал. А, ну, да, по прозвищу Зверь это было.
Так что у нас знаменитый мостик есть. Ничего не видно, вот железное. Ну хоть сделали тоже хорошо, а то одностороннее движение здесь было. Скажи, Кослан здесь у нас тоже есть. Кослан, как у них в фильме этот. Дом лекаря или как это? Кослан? Кослан? Кослан они Косланом называют. Кослан. Знахарь фильм, знахарь там. Когда он из тюрьмы бежал. В Выжме там в лесу где-то ночевал. Вот мы до сюда должны были на Бухлоплоте доплыть по этому. По плану, да. Но ветер помешал нашим планам. Малая Слуда. Итак, друзья, вот мы и дома. Вчера приехали поздно вечером, уже в 12 ночи, наверное, уставшие, замученные. Туман, тишина, съемка идет. Тихо! В общем, замученные, естественно, никаких съемок. Вон, можете посмотреть по автомобилю. В таком виде выглядит машина, в таком же виде все выглядело. Дорога была просто ужасной, намучились, трудно. Ну ладно, главное, доехали, все нормально. Сегодня проделал огромную работу, выспался вчера, конечно. Лег сегодня, проснулся в 10, хорошо выспался, после дороги устали. Сегодня вот отсюда, вот здесь были все сугробы, вот такие вот сугробы. Вот полдня я эту всю площадку расчистил Ромкину машину. И вот она, наша красавица уже на месте, ждет навигации. Ну что, выглядит она вот так, немножко ее грязью забрызгала, но ничего страшного. Летом отмоется. Вот на этой площадке она будет ждать до весны. В общем, сейчас я ее переворачиваю, ставлю на старые колеса, вот чурки, колеса, чтобы воздух дышал. В принципе, пластик, ржаветь ничего не будет, ну пусть на колесах хуже не будет. Ну и все. Сейчас посмотрим заодно, смогу ли я это сделать один. По крайней мере, выгрузил я один. Так. Здрасте. Так. Как-то вот так. Без посторонней помощи можно двигать эту лодку вперед-назад. Сейчас оператор подойдет. Заодно покажем, как выглядит эта лодка снизу. Днище. Как-то вот так она выглядит. Вот если бы я ее не покрасил, это покраска, это дополнительная опция, то моя лодка выглядела бы как-то вот так, черненькая. Согласитесь, зеленый цвет все-таки приятнее на мышь. И во время охоты на уток вот этот камуфляж, я так думаю, будет помогать. То есть будет маскировочный цвет. И утка, думаю, пару кустиков для маскировки нормально. Вот она получается снизу вот так вот выглядит. Тут ребро, тут киль получается, ребро. И с того края тоже ребро. Получается, где-то что-то по бревнышкам перекатить, это у нас получается она не будет днищем, а по ребрам. Спрашивал, нужна ли дополнительная защита здесь, ну, от камней, от песка. Производитель сказал, замучаешься, стирать. Я говорю, так алюминиевые лодки же стираются, как бы, говорит. Это алюминий, это пластик. Также я спросил, боится ли эта лодка льда. Они сказали, ничего она не боится. Если, говорит, топором ударить со всей дури, да, ты ее можешь, говорит, порубить. А так лед ей не страшен. Мы все это будем испытывать. Откроем навигацию мы скоро. Месяца 2 уже осталось. Основной лед уйдет. Небольшие льдинки останутся. И мы уже выйдем и посмотрим, как она будет себя вести на льду. Ну вот и все. Сейчас я буквально вот так вот. Вот сюда поедем. Одной рукой приподнял. Баллон сюда. Баллон сюда. Сюда можно. Сюда можно ставить чурочку, потому что у нас баллон что-то висит. Так вот. Сюда вот чурочку.
А второй баллон у нас пойдет наперед. Немного вперед. Так. Как-то вот так. Несмотря на то, что как производитель указал, что лодка весит 80 килограмм, а с фанерой все 100 будет, с казанкой бы, допустим, я так не управился. В таком положении она будет ждать навигации, а там мы уже увидим ее в деле. Ну а в завершение всего того хочу в первую очередь поблагодарить всех тех, кто помог мне в доставке лодки. Это в первую очередь хозяина прицепа Василия. Я как бы из головы вылетел сначала, что у него прицеп одного, другого спрашивал. У кого-то прицеп в сарае, у кого-то закопан в снегу. Все окликнулись. Всем огромное спасибо. Но Саня вот подсказал, говорит, у Васьки есть, говорит, спроси. Вот спросил. Так что огромное спасибо Василию. Сереге огромное спасибо, свозил, привез. И после того, как мы уже были в Сыктывкаре, поступило очень много звонков. Увидели мой сигнал, когда я просил о помощи, как доставить лодку. И были, конечно, нелестные комментарии, которые писали: да вот он на халяву хочет, выйди, крикни в форточку, халява там приди. Так пусть вот все те, которые писали гадости, теперь рвут волосы на заднице. Лодка на месте, лодка здесь. И когда есть друзья, это хорошо. А если вы живете без друзей, сами в себя там, ну не буду уже громко показывать, так и живите на себе дальше. Своей кашей варитесь и все. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И это очень хорошо. Всем, друзья, огромное спасибо, кто помог мне в доставке лодки. Лодка на месте, и это главное. И в завершение еще хочу сказать вам, что компания Вездеход 11, ссылочку, естественно, я оставлю в описании к этому ролику. И компания Вездеход 11, мы с ними договорились, что мои подписчики, мои друзья, которые будут что-либо заказывать у них, по промокоду Коми-Рыбак получат скидку 5000 на лодки и на вездеходы. У них вездеходы есть, заходите, смотрите сами. Если что-то надумаете заказать, знайте, что по промокоду Коми-Рыбак 5000 скидки вы получите. А на мелочевку такую, типа ящики там рыболовные, кан, вот этот все пластик, немножко то, что показал. На остальную мелочевку скидка будет 5% от стоимости. Как бы мелочь, а приятно. Так что заходите по ссылке, там много интересного. И я уже говорил вам, что Вездеход 11, в город Сыктывкар я еще приеду. Как бы мне понравилась там маленькая висельная лодочка, я ее буду 100% заказывать, но пока нет. На следующий год возможно. И обязательно закажу сани на снегоход. Там просто шикарные сани. Все это будет, все это мы увидим. Но в первую очередь же мы скоро увидим, уже через буквально 2-2,5 месяца, нашу лодку в действии. Так что ждем весны, ждем новых роликов. Дело сделано. Сегодня суббота, сегодня мы это дело хорошенько по нашей русской традиции все обмоем, чтобы долго ходило, долго работало. Ну а после выходных вернемся к нашим рыболовным будням и поедем на рыбалочку. Так что, друзья, увидимся на канале, увидимся на рыбалке. До встречи на канале Коми-Рыбак. Всем пока.